Каждый второй курильщик заболеет раком легкого. Заридзе Давид Георгиевич. Занимаюсь изучением причин развития рака. В табачном дыме содержатся канцерогенные вещества. При курении эти вещества попадают в первую очередь в полость рта, потом в трахею, потом в бронхи, легочные альвеолы и вызывают мутацию клеток. Мутация и приводит к повреждению ДНК, и, соответственно, клетка превращается из нормальной в опухолевую. Хронический кашель – это выделение мокроты, это одышка. Если эти симптомы усиливаются у курильщика, надо думать о том, что не все в порядке. Вот показатель пятилетней выживаемости больных раком легкого не превышает 18-20%. Но это не значит, что рак легкого абсолютно неизлечимое заболевание. Я не люблю пугать людей. На риск влияет и загрязнение атмосферного воздуха, и некоторые профессиональные факторы. Но, повторяю, курение является основным фактором риска. Каждый второй курильщик в течение жизни заболеет раком легкого. Вот это такая сухая статистика. Чем больше количество сигарет выкуриваемых в день, тем больше риск заболевания рака. И чем длиннее стаж курения, тем выше риск развития рака. Никотин вызывает привыкание к сигаретам, так что в связи с этим безопасным его считать нельзя. Но, с другой стороны, в смоле содержатся все канцерогенные вещества, которые мы знаем. И эти канцерогенные вещества образуются при горении табака. Они содержат на порядок меньше канцерогенных и токсических веществ. Это доказано во множестве научных исследований. Однако говорить о том сейчас, что они значительно менее опасны, чем курение сигарет, рановато, потому что для этого нужны долгосрочные исследования. Бросить курить. Отказ от курения в любом возрасте все-таки снижает риск развития рака. Ну и в конце концов есть вариант перехода на электронные системы доставки никотина, которые, как я сказал, содержат меньше канцерогенных и токсических веществ, и, скорее всего, они менее опасны, чем сигареты.